Ну, а теперь, пожалуйста, Европейское радио, Дмитрий. А чем отличается белорусское радио от европейского? Сейчас По услышим. содержанию. Первый национальный канал белорусского радио. Ну, Александр Григорьевич, тым, што ёсць дзяржаўнае беларускае радыё і недзяржаўнае еўрапейскае радыё для Беларусі. Мы с вами сустракаліся, интервью нават было. Нет, я просил по содержанию, чем отличается. По змесце, ну, я не ведаю, может быть, по разнастайнасці інфармацыі, падачы інфармацыі, тому что мы, як, магчыма, і ўсе СМИ, журналісты, якія тут прадстаўленыя, вельмі турбуемся і непакоімся за незалежнасць, суверэнітэт нашай краіны, захаванне яго. Іншая справа, што, можа быць, ну, не так ангажаваны, не так, можа быць. Часам, можа, крытыкуем уладу за тыя ці іншыя там рашэнні, часам хвалім, канструктыўныя, скажем так. Дарэчы, вось вы сёння шмат казалі пра інфармацыйную бяспеку. Я так вот не да пытання, а проста карыстаючыся магчымасцю, быў у нас у эфіры, прыязджаў, быў у радыё, кіраўнік Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўген Магда. Адмыслова для вас ён прасіў перадаць яго кніга, называется «Гибридная агрессия России. Уроки для Европы». Я думаю, что и уроки для Беларуси так само можно з іх подчеркнуть. Я вот Наталье Миколаевне передам эту книгу. Я так разумею, что вам у руки з мэтаў бяспекі не асабліва. Да нет, можете прямо мне в руки, чего вы там? Если вы выдержали эту книгу, то я постараюсь тоже ее. Да, передам. Да інфармацыйнай бяспекі, вось, я так думаю, і маё пытанне будзе. Шмат, вот вы сёння казалі пра гэта, і мы, дарэчы, да пачатку гэтай размовы гаварылі са старшынёй Рады бяспекі спадаром Засем. Ён анансаваў, што 12 сакавіка будзе Рада бяспекі, дзе будзе прадстаўлена новая канцэпцыя інфармацыйнай бяспекі нашай краіны. Вельмі важнае пытанне. Вы казалі пра тое, што шмат з'яўляецца розных такіх, праводзяцца інфармацыйныя атакі на Беларусь. Пишут розныя і тэлеграм-каналы, і сайты, нават, можа быць, такія сур'ёзныя СМИ, нейкія там такія антыбеларускія розныя напады робяцца. Я прыгадаю там і пра тое, што там бывае, што пишуць і Лукашенко адварачваецца ў Расію, ад Расіі паварачваецца невядома ў які бок. І пісалі пра тое, што ледзь тут не дэрусіфікацыя адбываецца, прымусовая беларусізацыя і гэтак далей. З гэтай нагоды такая вот, ну, шэраг звязаных адно з адным пытаннем. На ваш погляд, якія сілы, хто, найперш, вот, мы зараз вымушаны казаць пра тое, што атакі это ідуць з боку Расіі, расійскіх нейкіх каналаў, сайтаў і так далей. Хто ў Расіі іграе супраць Беларусі, якія гэта сілы? Ці выяўляюць гэтыя сілы небяспеку для незалежнасці і суверэнітэту нашай краіны? І ці не варта нам, ну, замест, вот, ну, я не ведаю, таких вот, я, может быть, так жорстко скажу, там, заигрываний словами про то, что мы тут русские со знаком якости, больше казать, звертать увагу на выхаванне нашей нацыянальнай беларускай самаідэнтычнасці, пашыраць вывучэнне беларускай мовы ў школах, ствараць беларускамоўнае ВНУ, аб'ядноўваць грамадства на ідэі обороны суверэнітэту і незалежнасці краіны, такім чынам, напрыклад, як сумеснае усеагульнае святкаванне такой добрай даты, як утварэнне БНР. Вот як прайшло у мінулым годзе святкаванне 100годдзя БНР, я так думаю, і міністр МУС Ігор Шуневіч пагодзіцца, што без усялякіх
эксцессов это прошло, все доброе и весело, и думаю, что министр замежных справ Макей погодится, что это мело вельми добрый резонанс за мяжой для имиджа нашей краины. Вот зараз рыхтуецца 101-е угодкі, пададзена заявка на святкаванне на стадыёне «Дынамо», адказу до гэтага часу нема, хацелася б таксама добра адсвяткаваць. Незалежныя СМІ, якія вот за суверэнітэт краіны выступаюць, падтрымліваюць, іх падтрымліваць, а не нейкія вот справы белты, атакі і гэтак далей арганізоўваць. Вот пытанне такое, вот, што рабіць нам з інфармацыйнай бяспекай, хто, на ваш погляд, якія сілы на нас нападаюць, ці ёсць все ж таки небяспека для суверэнітэта нашей краіны? Вы знаете, наверное, вы не хуже меня знаете, какие силы на нас нападают тут, если они нападают. Меня не это больше всего волнует, хотя это важно. Это важно, мы должны знать своих противников, врагов в лицо. Но меня при этом волнует больше проблема, насколько мы сегодня способны и готовы обороняться. А в нашем царстве не все хорошо. Свидетельством тому и ваше радио, и я не зря спросил, чем вы отличаетесь от белорусского канала нашего, белорусского радио и так далее. Поэтому первое, нам надо разобраться у себя. Во-вторых, беда, вот наша с вами беда. Вы как оппозиция, ну буду вас оппозицией считать, хотя, может, как вы сказали правильно, вы конструктивно высказываетесь. Кстати, вы мало информации мне даете именно вот с радийных там каналов. Надо все-таки мне тезисно хотя бы выписывать основные моменты. Мы это поправим. Но будем считать, что вы оппозиционно настроенный канал. Ну, вот мы проанализируем специально ваши передачи. И я посмотрю, насколько вы вот так деликатны, как вы только что выступали. Вот так, как вы сейчас говорили, вот я бы хотел, чтобы в парламенте был такой у нас депутат, який так вот помярковно, як Валентин Голубев, когда-то выходил к микрофону и что-то толково по многим вопросам выступал, рассказывал, говорил, или даже более оппозиционный Олег Трусов, я их называю, потому что они где-то здесь присутствуют, я никак не могу. Вот там. А вот Валентина вижу Валентин и Олег, ну вот сейчас я вас узнал, вот, и так далее. Вот это были оппозиционеры, но конструктивные, они не только критиковали, но и предлагали. И я вот слежу за Валентином, когда он стал работать у державной установы, думаю, ну, как это он рискнул? Забьют его, наверное, оппозиционеры, что он эту у Лукашенковскую, як там кажуть, установу потрапил. Ну, попал в эту... Это я так понимал. А потом присматривался больше, смотрел на его выступления, на конференции, где-то в ВУЗе преподавание. Ну, вижу, что это человек, который мыслит не обязательно точно, как президент Беларуси, но он конструктивный человек. Поэтому вот конструктива у нас не хватает. Нам бы тут сначала объединиться, чтобы противостоять, что с запада, что с востока. Вот вы говорите о том, что ну, кто-то там на востоке мыслит нас где-то там, ведет против нас информационную войну. Вы публично, наверное, слышали мои высказывания, мои замечания и претензии в адрес России, и где я прямо говорил о том, что вы развязали против нас информационную войну. Вы же помните эти программы «Батька-1», «2», «3». Это не только что меня касалось это. Если я переживу это, Господь с ними, и каждый день этого бруду, этой грязи, которая льется в мой адрес, предостаточно. Но это обижает людей, белорусов. Поэтому я это не скрывал. И говорил о том, что там хватает таких, как Путин говорит, у нас хватает, что дай Бог нам самим с ними разобраться. И это правда. Но с другой стороны, почему-то вы не говорите о том, что там где-то в Польше, кстати, Европейское радио с территории Минска, на территории Минского офиса его. Нет. Да, корреспондентский пункт у нас у Минска. Корреспондентский пункт только. Да, корреспондентский. Но ты мне отвечай на вопрос, который я задал.
зарэгістраваны і цэнтральны офіс знаходзіцца ў Варшаве сапраўды. І памятаеце, на папярэдняй большой размове мы з вами гаварылі, што мы вымушаны выходзіць у эфір з Варшавы, таму што тут у Беларусі нам не даюць хвалі эфэмаўскія. Вы тогда еще подняли спадарыню Ананіч, тогочасная міністра інфармацыі, сказали... Я помню. Да, вот с того часу нібыта прэтэнзій до нас нема, закона мы не парушаем, а вот хвали так и не отрымали с того часу. Ну да, спасибо, что вы напомнили, окунули в причины, но я как раз хотел обратную параллель провести. Вот Россия – это плохо. Вот там они нас... Я вначале сказал, почему. Россия очень озабочена. Россия не хочет потерять Беларусь. Россия не хочет устроить здесь, как и вы в том числе говорите, какой-то переворот, ухудшить ситуацию, обстановку и прочее. Я в этом убежден. Она этого не хочет. И если она атакует нас, то неправильно, грубо, это глупость, потому что не знают ситуацию в Беларуси. Но цель одна – не потерять Беларусь. Чтобы белорусы там, ну, они сейчас говорят, как Украина. Это невозможно. В Беларуси, как в Украине, невозможно. И не будет, по крайней мере, при мне этого не будет. Но вы не говорите о себе, вы не говорите с той стороны. Вы не сказали, вот вы в Польше зарегистрированы. Ответьте мне на вопрос, почему до сих пор в Польше, ну, скажу мягко, встречаются карты, где граница проходит, польская граница под Минском. Как это понимать? Риторический вопрос. Можете на него не отвечать. Просто я хочу показать, что не должно быть однобокости. Мы же ведь собрались здесь, чтобы обсудить проблемы, которые нас волнуют. Да, наверное, есть проблема с Востока, но она еще большая проблема с Запада. Россияне не устанавливают ракеты за Москвой на Запад, чтобы их нацелить на Беларусь. Скажите, а зачем Польше это? Зачем другим странам? Я не буду их перечислять. Поэтому давайте будем объективны в этом плане. А то, что сегодня развязана информационная война в мире идет информационная война. И дай Бог, чтобы она не переросла в горячую войну. Дай Бог, чтобы эта информационная война не была предвестником опасных столкновений. Любые горячие столкновения начинаются с информационных войн. И мы должны уметь противостоять этим войнам и использовать разные методы. Да, мы будем обсуждать эту проблему, но дело не в том, что мы в Совете Безопасности будем обсуждать эту проблему и будем совершенствовать нашу концепцию информационной безопасности. Дело не в этом. Дело в том, что мы эту проблему видим, и мы ее уже сегодня решаем. А концепцию мы пересмотрим, ужесточим ее для того, чтобы вы понимали, в каком направлении власти будут действовать. Особенно в канун президентских и парламентских выборов. Но то, что вы обижаетесь, что я говорю, что мы, белорусы, русские со знаком качества, россияне на меня как-то, ну, шутя обижаются, что, ну, я якобы их ниже ставлю белорусов. Коль мы такие же, но со знаком качества. А вы обижаетесь, что я вообще говорю и сравниваю себя с белорусами, с россиянами. Ну чего вы обижаетесь? Ну это в шутку сказано. А на самом деле мы такие же люди. Вот я себя ощущаю нисколько не лучше, не хуже, чем русские люди, чем россияне вообще. Ну чего вы так заточены против россиян, я не понимаю. Вы посмотрите, вот меня все зовут на Кавказ. Это такая точка проблемная и в какой-то степени уже, может, не настолько для России, и весь мир, Кавказ. И вы посмотрите, как относятся там к нам, к белорусам. Ну что там к кавказцам? Будет у них союз с Белоруссией, не будет? Они мало связаны экономически и прочее с нами, но тем не менее, насколько они проникнуты любовью к нам. Я уже не говорю о ленинградцах, я не говорю о москвичах, хотя Москва сейчас разная. Я даже не говорю о богатых людях, которые не приветствуют наш курс социально-политического развития. Они к нам хорошо относятся, с душой. Я всегда какой-то обида у
руководство России, когда их отделяют, просто вот руководство России, просто руководство России и россияне. Для меня это несколько разные категории. Ну, к нам нормально россияне относятся. Чего мы должны в них камни бросать? Ну да, понятно, где-то нас хотят экономически прижать, что-то показать, а может действительно озабочены этим налоговым маневром. Ну, Господь с вами, ну, переживем мы этих 400 миллионов в этом году, а может чуть меньше будет. Ну, переживем. В ноябре закончим модернизацию своих заводов, и мы купим нефть со стороны. Мы купим на рынке нефть. Сегодня нефти покупай сколько хочешь. Вопрос в цене. Когда мы закончим модернизацию, глубина переработки будет 92-95%, как в европейских, на европейских заводах. Это немало стоит, это миллиарды долларов стоит. Но мы ее закончим. Ну и кто от этого выиграет? Мы просто на российский рынок, где перерабатывается российская нефть, мы привезем чужую нефть. России это надо? Нет. Ну так сегодня надо думать об этом. Поэтому мы все переживем. Мы уже не та Беларусь, которая была во времена Валентина Голубева, Олега Трусова. Это совершенно иная страна. Поэтому давайте будем свою информационную безопасность строить не за счет других и не за счет нападок на других. А что касается суверенитета, независимости, вот я и от вашего брата часто слышу, Лукашенко перехватил лозунг белорусской оппозиции. Слушайте, вы откуда знаете мою позицию? Вы ее не знаете, потому что отличие борьбы Лукашенко за независимость и нашей оппозиции, отличие, различие состоят в том, что они очень много кричали об этом и пытались эту высоту взять штурмом. К чему это привело, слава Богу, Украина показала. Я, в отличие от вас, делал это спокойно, померковно, так как и требуется от белорусского человека. И чувствую, что у меня за спиной 10 миллионов белорусов постоянно были, и гостей 5 миллионов, которые перемещались через Беларусь. Поэтому никогда Лукашенко не был против суверенитета и независимости. Главный факт, который я могу вам привести в этой связи, в том, что я президент, первый президент Беларуси, а не кто-то, и даже не Валентин Голубев, который не меньше меня сражался за эту независимость, а я. И тот же Валентин и Олег с меня спросят. Они с меня потом спросят их дети, внуки и те 10 миллионов, которые были за спиной, и те гости, которые спокойно к нам приезжали. И, простите за нескромность, я президент той страны, поколение которых мы с вами вместе создали это государство. Так что я собственными руками должен угробить его? Только я не имею права, возможности гвалтом кричать. Всех побьем, всех порубаем, всех перебьем за независимость, за суверенитет. Это не мой сленг. Я не имею права, как президент, так себя вести. Тем более, это не моя позиция, так себя вести. Надо аккуратно это делать. И смотрите, за довольно большой промежуток времени, четверть века прошло, Валентин, и мы только сегодня можем сказать, что мы создали это суверенное независимое государство. А вы хотели тогда создать, или, ну, может, не вы еще совсем молодым были, под стол ходили, но те, кто сегодня там по Варшавам шатается, не знаю, чего, только там сидит в этой Варшаве, то в Америке. Приехал бы у себя на родине бы сидел, а не там. Но они хотели это сделать за 1 год. А это была бы большая кровь. Особенно в те времена. Поэтому мы все привержены с вами, и я прежде всего, суверенитету нашему и независимости. Только у нас разные методы борьбы за это. Я не хочу войны, я не хочу раздрая. Я знаю, что, я говорю, так называемая часто оппозиция. Почему я так называю свою оппозицию так называемую? Потому что это не оппозиция, это некоторые оголтелые там есть. Они думают, что войнушку тут развяжем, опять же про эту Украину, вот как там дестабилизируем обстановку, и на этом погреем руки. Не получится.
Если я буду президентом, я уже об этом говорил, ни у кого не получится. Я вас первыми брошу в полымя этой дестабилизации. Вы не будете кричать с экранов телевизоров или с Польши там транслируете, говорить, что вот тут у нас там плохо, эти такие, разжигать огонь. Я вас туда, в это полымя брошу. Потому что, опять же, вот я с президентом России разговаривал и высказал свою точку зрения по пропагандистским этим заявлениям. Первый, второй, тут канал по Украине и прочее. Да прекратите вы. Это же не во вред уже Порошенко. Он молится, чтобы только до выборов вот такая шла оголтелая пропаганда и нападки на Украину. Возьмите, включите утюг российский, и там везде на это Украина. И это уже наоборот играет. Надо прекратить это, не нужно это делать. Точно так и здесь. Меньше надо говорить, а больше делать. Вон, в Белта только что говорили, 2000 вопросов за сутки. И посмотрите, чего хотят люди. Эти проблемы давайте будем решать. А выборы проведем, и вы говорите, хваля. Ну, давайте так откровенно. Государство должно выделить вам какую-то волну. Ну, правда, я помню этот вопрос, там уже этих волн не осталось. Но с другой стороны думаешь, ну хорошо, ну будете вы как Середич, это еще терпимо. Но каждый день приносить тут какую-то прозападную, пропольскую эту пропаганду и смотреть мне эти границы под Минском, знаете, как-то даже и про хвалю я не думаю. Поэтому возвращайтесь в Беларусь. Кстати, вы тут живете и работаете как журналист. Никто вам, наверное, не мешает в основном. И с державными сродками вы массовой информации сотрудничаете с государственными структурами и так далее. Имеете возможность разговаривать. Даже с госсекретарем, вот вы говорили, сегодня обсуждали эту проблему. Так будет всегда. Но только давайте договоримся, что не надо нам своими руками разрушать страну. Может быть, мы еще не все правильно делаем, не все создали и прочее, но мы же совсем по меркам государственности не то что молодые, мы младенцы еще. Давайте вместе будем думать, вот для чего мы сегодня и собрались, думать о том, как выстраивать нашу жизнь в нашей Беларуси. И не будем нападать на тех, кто плохой, хороший, не хуже нас. Я имею в виду россиян, не хуже они нас. К нам тоже претензий хватает. А вот к вам бы еще больше они претензий предъявили. Но мы будем терпимы. Александр Григорьевич, про западности ніякої не несем. И як приклад, я хочу сказать, что, скажем, вот у нас на Еврораде есть адмысловая программа, называется «Идея X», где мы с допомогой розных философов, экспертов, письменников наших, белорусских, спробуем знайти белорусскую национальную идею, сформулировать ее. И там як мысляры, філосафы, так и депутаты Палаты прадстаўнікоў брали удзел у гэтай праграме, выказывали свои меркаванні. Дарэчы, абодва гэтых депутата сегодня в зале могуць выказаць свое меркаванне. Так что мы працуем на Беларусь и, карыстаючыся момантам, вот мінулы раз у нас добра атрымалася, прапанавалі вам, ці попросили у вас интервью, и оно адбылася, таму запрашаю вас у якасці гостя взять удзел у гэтай праграме, паразважаць пра нацыянальную беларускую ідэю, ці ёсць яна, ці няма, дзе яе шукаць. Ось. І, дарэчы, вот вы, атрымаецца, не атрымаецца, ад вас залежыць, але вот разважаючы зараз, вы в чарговы раз упэўнілі, што не здадзіце, як кажуць, незалежнасць і суверэнітэт, мы пра гэта і раней ведалі, але вот на пытанне ўсё ж такі, ці не варта нам больш нашу нацыянальную беларускую ідэнтычнасць выхоўваць, пашыраць вывучэнне беларускай мовы ў школах, ствараць беларускамоўнае ВНУ, годна адсвяткаваць 101-е ўгодкі стварэння Беларускай народнай рэспублікі. Вось на гэтае пытанне вы крыху так не заканчиваете. Я извиняюсь, я не специально ушел, вы просто столько мне целый 100 пытаний выкатили. Поэтому я, наверное, упустил, хоть я вот тут записываю все, что вы говорите. Что касается мовы, белорусскости, выкладання ў школах, преподавания, ну тут
много россиян, они не все понимают особенные слова наши, преподавания в школах, а создание специального вуза. Один из депутатов ставила этот вопрос. Я просил проработать, я так понимаю, что такое решение не принято. Такая у меня была информация, создавать отдельный еще вуз. У нас достаточно в вузах преподают белорусский язык, и на белорусском языке определенные предметы. Но в том, что нам надо идентичность, нам надо показывать и выкристаллизовывать, даже показывать нашим людям истинные черты характера. Ведь белорусы, они хоть те же русские со знаком качества, но они же отличаются чем-то от россиян, от русских, не говорю даже от русских отличаются. Ведь в самой России русские меньше похожи на некоторые национальности, чем на белорусов. Это же вы прекрасно понимаете. Вот в этом я с вами абсолютно согласен. Но если специалисты в правительстве, прорабатывая вопрос о создании, як ви казали, білоруськомовної навчальної установи, не пришли к тому, что ее надо создавать, я с ними согласился, с их мотивацией. Ну, скорее всего, какая-то вот у вас, я не знаю, ради чего вы это делаете, но явно не ради того, что это вот как-то белорусскость нашу усилит. Абсолютно нет. И вы абсолютно правы. Я уже не хотел тоже об этом говорить. Мы видим со стороны отдельных деятелей России, которые, пользуясь вот этими средствами массовой коммуникации, начали создавать у нас такие матерные сайты. Их иначе не назовешь. Вы их, наверное, знаете. Группка где-то людей, так в Гомеле, в Витебске и прочее, создают что-то, крутят, раскручивают, подкручивают, нацеленные якобы на пропаганду российских достижений и, как они говорят, цитирую, удержать Беларусь в рамках интересов России. Глупость страшная. Это во вред делают, вы понимаете? Это наскоком вот кто-то в Беларуси пытается это сделать. Ну мы же это видим. Понимаете, вот группа 12 там или сколько там, последняя вот информация, 12-15 человек создают какую-то группу, какой-то сайт в интернете. И деньги знаем, кто дает. Заплатили одному, второму заплатили меньшему, третьему вообще ничего. Он приходит и рассказывает, куда надо, что это за сайты, кто приходил и кто проплачивает деньги. Мы это видим. Но я еще раз говорю, это ошибка со стороны деятелей отдельных в России, которые считают, что таким образом Беларусь можно удержать возле себя. Нас не надо этим удерживать. Мы образованный, разумный народ. С нами надо просто нормально сотрудничать. Не надо нас упрекать, что мы у вас нахлебники, к примеру. Не надо. Надо просто вести с нами нормальные отношения. Если мы с вами союз заключили, не надо считать, что вот нефть дешевле или газ природный нам продали. А встает вопрос, а могли бы вы дороже продать? Столько? Не могли. А какая рентабельность, к примеру, поставок газа в Беларусь для «Газпрома» и в Германию? Вы знаете, кстати? Не знаете. Оказывается, «Газпром» на нас зарабатывает значительно больше, чем на Германии. Там цена выше, потому что качать его надо еще в Германии. Но главное же не сама цена, а рентабельность той или иной сделки того или иного товара. Так вот на нас при ниже цена у нас, чем в Германии, но рентабельность значительно выше. Поэтому с нами надо просто сотрудничать по-человечески. И никогда Беларусь не будет в отрыве от России. Никогда. А вот эта безглуздица с созданием вот этих групп, сайтов, или там, вот я часто читаю, казачество, еще что-то, да они к казачеству никакого отношения не имеют. Они просто модным словом, понятным для россиян, используют это, а там казаков-то как таковых нет. Есть группа людей, которым все равно, как зарабатывать деньги. Им проплачивает кто-то там с России, ну и хорошо. Мы это видим. Как видим такую политику со стороны наших соседей с Запада. Там еще более серьезней. Эти хоть боятся нас потерять, а те пытаются нас дестабилизировать.
Мы знаем, о чем они говорят, мы знаем их планы. Ну ладно, свергнут Лукашенко, Лукашенко чужой и прочее. Это понятно, они меня свергают больше 20 лет и никак свергнуть не могут. Но они же проводят явную антибелорусскую политику. И вам на это надо обращать внимание. Поэтому хватает нам и с той, и с другой стороны. Это я никогда не скрывал и не скрываю. Это вы должны знать. Что касается празднования или собрания на стадионе «Динамо», этого не будет. Это я вам откровенно говорю, это вот слышат все, кто будет принимать решения. У нас когда-то, во времена, опять, Валентин, извини, сошлюсь на тебя, уже позднего Валентина Голубева и Олега Трусова, все ставили вопрос. Ну вот гайд-парк, почему у нас в Беларуси нет места, где свободно можно собраться поговорить? Я еще депутатом тогда вместе с ними был, этот вопрос возникал. Потом стал президентом. Я подумал, ну а почему не иметь такую территорию? Ну только чтобы никому мы не мешали. Чтобы это не было в центре города, что мы начинаем бузу какую-то там устраивать. Мы определили этот Бангалор, да? Площадь Бангалор. Ну кому мы запрещали там? Мы даже помогали оппозиции, когда она собиралась там, ставили эти рамки, чтобы кто-то какой-то негодяй не принес там какую-то взрывчатку. Хотя бы даже петарду взорвут, задушат, как на Немиге были, друг друга передавят. Мы все это делали не для того, чтобы вас не пустить или кого-то. Собирайтесь, пожалуйста, и проводите. Зачем вы лезете на стадион «Динамо»? Вы знаете, это даже личное оскорбление для меня. Вы знаете, сколько я вложил труда в реконструкцию этого стадиона, собирая по крохам деньги, нажимая на предпринимателей, бюджеты выделяя. Построили к европейским играм. Мы хотим там всему миру продемонстрировать Беларусь. А вы уже рветесь на этот стадион «Динамо». Ну, у нас есть место для проведения подобных акций. Поэтому я прямо отвечаю на вопрос, не обижайтесь на меня. На стадионе «Динамо» этого не будет. Мэр города это слышит, поэтому не тратьте нервы, не идите на конфронтацию, потому что в силу этого начнутся какие-то там телодвижения. Давайте собираться на Бангалоре. Столетие, великая дата, отпраздновали, ну хватит. Давайте праздновать в тех местах, где это нужно. Что касается роли БНР, значения БНР, вы видите, что мы предприняли даже на уровне президента переоценку ценностей. И мы спокойно движемся в направлении того, чтобы разобраться, как было, что было, без пропаганды. Мне она лично, эта пропаганда, не нужна. Я в те времена президентом не был. Мне надо, чтобы было честно. Про Куропаты я вам тоже сказал. Все меня упрекали, Куропаты. Поручил взяться за Куропаты. Установить скромный памятник погибшим. Что-то там сделать такое, душевное, как обычно, без великих затрат. Чтобы увековечить это место. Так вы же на меня обрушили, я нигде об этом не говорил, но все равно на меня целый шквал. Тут вот Улада, она хочет перехватить эту инициативу, нам не надо никакая власть, там мы тут сами. Так сделайте. Все это используется в каких-то пропагандистских целях. А Куропаты мы в порядок приведем, будьте уверены в этом. Хочет этого кто-то или не хочет. Там похоронены наши люди. И меня сегодня ворошить кости людей этих и смотреть, там немцы застрелили, сталинисты там или еще кто-то, мне пока как-то не хочется этого. Сталинизма в том виде, как вы это преподносите, в Беларуси нет и быть не может. Я тут абсолютно с вами солидарен. Ни одна власть не может уничтожать людей так, как вы это пишете, несколько преувеличивая. Да, было. И посмотрите на другие страны. Там тоже не тысячи, миллионы гибли. Надо выпятить вот этот сталинский период и показать, что были враги такие-сякие. Да, были такие, может быть, чрезмерно. Мы ценим каждую человеческую жизнь. В Беларуси никакого сталинизма не будет, даже при диктатуре Лукашенко.
Но это не значит, что под сталинизм надо загонять все. А вы уверены, что там убивали людей, допустим, при Сталине, так? 30-е годы. А вы уверены, что там на этом месте фашисты не расстреливали евреев, белорусов, поляков, украинцев, русских? Вы уверены? Не уверены. Ну так давайте будем объективными. Ах, Клинтон прилетел, посидел на лавке, лавку как святыню оставила наша оппозиция. Кто-то разбурил ее. Я уже сказал, немедленно восстановите, потому что будут обвинять, что это улады все сделали. Не имеют власти к этому никакого отношения, это глупость. Ну, приехал президент Соединенных Штатов Америки тогда, когда страна еще непонятно по какому пути пойдет. Я сначала приехал, ну, это президент великой страны, тем более мой хороший, ну, почти друг. Мы с ним в очень добрых отношениях до сих пор, чтобы вы знали. Да даже с личных вот этих наших отношений я бы себе это не позволил. Ну что плохого? Ну приехал человек, посидел на лавочке, вы сохранили эту лавку. Ну негодяю хватает, которые, может быть, специально это сделали. Вы это возвели в абсолют и начинаете дубасить власть. Эта власть ночью по моей команде восстанавливала эту лавку, ее опять развалили. Поэтому проведем порядок Куропаты, чтобы это там не было, и чтобы демонстрации вот с этими крестами по периметру тоже не было. Ну зачем вы повыставили там эти белые кресты? Вам что, церковь разрешила это делать? Ну это же демонстрация, а я против такой демонстрации. Или там возле этих Куропат какой-то ресторан, то ли поедем, поедим, да. Так он же есть, я вот еду, смотрю, написано. Это про этот ресторан речь? Да, конечно. Слушайте, чего вы по-зверски относитесь к этим предпринимателям? Во-первых, это почти полкилометра от этих Куропат. А с другой стороны, я вот как деревенский человек, как православный христианин, как вы меня там называете, я думаю, ну вот пришел человек по этой лавочке с Иосифом Середичем, подошли к этому памятнику, посидели на этой лавце, где Клинтон сидел, вспомнили хорошим словом, ну, погоревали, что там были, в хорошем смысле это говорю, погибли люди. Зашли в этот ресторан, чарку выпили за упокой этих людей. Что тут плохого? Я это так воспринимаю. Нет, вы увидели в этом, ну, бешенство какое-то. А главное, что это ж толку от этого нет. Ресторан как работал, так и работает. Он и будет работать, его никто не закроет. Нет оснований для этого. И что плохого, если туда приходят люди, им же надо перекусить. Зашли в этот ресторанчик или там кафешку эту, перекусили. Они же не против Куропат, этот ресторан, ну, насколько я понимаю. Чего они, эти рестораторы, будут против Куропат? Наоборот, ну да, люди придут к ним, поедят какую-то копейку, они заработают на этом. Но это же нормально. Вот в чем проблема. У нас своих проблем предостаточно. И вы знаете, никакие неурядицы, ни России, ни Запада, ни дальше, никто нас не свернет, если мы здесь будем едины. Если мы будем действовать, послушайте меня, если мы будем действовать так, как мы с вами это понимаем, так, как у нас в головах, а не так, как думаем одинаково, а ведем себя по-разному. Я не делаю вас своим противником и каким-то там врагом. Нет, по многим вопросам мы с вами абсолютно одинаково мыслим и абсолютно понимаем и оцениваем многие процессы. Абсолютно. Но действуем по-разному, в силу обстоятельств. Кого-то друг попросил, кого-то сват, кто-то кому-то заплатил, кто-то не заплатил. Разные причины бывают. И мы начинаем действовать по-разному. Поэтому давайте в себе сначала разберемся, прежде чем кивать на других. У нас под этот вопрос необычайный. Дмитрий, вы еще не все? Не, я подякувати и испытаться книжку калі мне вам передать. Да, я хотел книжку, то давай, чего уж там показал, и прям мне неси сюда. А то наш митрополит Павел подумает, что я боюсь тут за какую-то безопасность, отлучит меня от церкви вообще.
Слушай, никогда не думал, что... Спасибо тебе. Никогда не думал. І Дякую, запрошення Валентин. моє на програму у вас Это застається. пресс-секретару там Зафиксовали. целая черга. Спасибо. И никогда не думал, что люди могут думать, что мне в руки ничего нельзя отдать. Правда, служба безопасности меня часто упрекает: Александр, вы бы там поаккуратнее где-то. Ну, если человек к тебе идет с душой и книжку дарит, это для меня икона. Книжка — это сравни икону. Но я никогда не откажусь. Спасибо большое. И даже вам обещаю, что я ее не прочитаю. Это для меня книжка — это не новинка. У меня был Медведчук, он мне о ней говорил, у него была одна, вот это единственный экземпляр, участвует в предвыборной кампании. Я говорю: ладно, единственный, я у тебя не прошу. Но, говорю, ты мне ее пришли. И вот видите, из ваших рук, может, он вас попросил передать? Хотя вы разные люди, наверное, нет. Да, я вам обещаю, что я ее не прочитаю, но по диагонали я ее просмотрю. И надо кто-то из помощников, чтобы прочитал и тоже свое мнение мне написал на 2 страницах. Спасибо большое. Ну, у нас